Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие мои зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон! Тема сегодняшней отсыпочки звучит так: с чем вы столкнетесь со дня на день? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, так прям и спросите, с чем я столкнусь со дня на день. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, с чем вы столкнетесь со дня на день. Так, мои дорогие, давайте поэтапно пойдем, потому что тут событий не так много, но они очень яркие и они очень значимые. Во-первых, я вижу, что вас ждет большой успех, большая удача и большое какое-то вот прям приобретение, то ли получение. Вот загаданное, либо желанное, либо ожидаемое, оно в вашей жизни осуществится и случится. Я вижу, что удача будет на вашей стороне. Единственное, что вам идет предупреждение, поменьше говорить о своих планах, о своих идеях и о своих ожиданиях. Вот вы чего-то ждете, да, понимаете, что должна прийти, например, хорошая весть, либо вам должны выплатить какую-то денежку, компенсацию, зарплату. И вы об этом говорите, да, а человек, например, с плохой энергетикой подумает: о, это значит, все хорошо, да, у человека и при деньгах, и при удаче. Ну и, конечно же, вас поглазит. Вот, чтобы этого не происходило и чтобы не вспугнуть свою удачу, свое счастье, просто об этом не говорите. Вы можете говорить по факту, то есть я получила, уже получила, да, либо у меня случилось. Но момент ожидания, либо момент вот надежды, мечты лучше, конечно же, держать под секретом, никому об этом не говорить. Поверьте, это будет и хорошо, и полезно, и результативно. Дальше. Я вижу человека, который очень сильно нуждается в вашей помощи, и человек, ну, никак не решится, да, возможно, смотрит на вас глазами кота из Шрека, да, типа, ну обрати на меня внимание, ну посмотри, ну помоги. А вы не понимаете, и вам кажется, что человек, ну, странный, да, странный, ведет себя странно, и что нужно, что в голове непонятно. Знаете, вы лучше поговорите, потому что здесь момент, вы можете помочь, и вам это будет нетрудно. Вот эта помощь, она будет полезна как и для вас, так и для того другого человека. Но момент, что люди не общаются, да, стесняются, либо закрыты, может все испортить. Просто поговорите и честно спросите: а что ты хочешь? А что с тобой происходит? Да? Что тебе нужно? Человек вам скажет, и я вижу, что здесь помощь будет оказана и принята. Так, мои дорогие, дальше. У вас идет машина. Либо здесь будет желание научиться управлять автомобилем, либо вы будете получать права, то есть сдавать, да, экзамены на права, либо кто-то получит уже машину в пользование, да, то есть либо приобретение будет, либо кто-то вам, ну, например, даст, да, машину, скажет: ну, попользуйся, теперь это твоя машина, да, либо ты можешь распоряжаться. Знаете, очень хорошая новость, очень приятная новость. Вы прям, ну, прям, это ваше, да, вам понравится, и вам это будет полезно и приятно. Для тех, кто будет сдавать на права, здесь стресс идет. Стресс, но появится какой-то человек, который вас просто заверит, что все будет хорошо, который окажет вам поддержку либо помощь в том, чтобы вы эти права получили. То есть вы уже будете идти, ну, как бы, да, с переживанием, но более расслабленно, потому что вы будете верить в помощь этого человека, и помощь будет оказана. Также может быть неожиданный момент, когда вам срочно нужно будет добраться с одного пункта в другой пункт, какой-то вот добрый человек вас подвезет, да, либо вот неожиданно человек придет и скажет: давай я тебе помогу, давай я на машине там тебя отвезу, либо что-то для тебя привезу, отвезу. Вы будете очень благодарны этому человеку, и вот знаете, вот как-то
своевременная помощь идет, да, вот прям точечно, да, помощь идет в тот момент, когда она особенно нужна. И опять же таки вот автомобиля касается. Дальше. У вас два человека, которые что-то делят между собой. Это, скорее всего, на работе. Либо вы с кем-то что-то будете делить, либо вы будете свидетелем того, что люди вот делятся, прям дерутся, тягаются. Причем ни один, ни другой не желают уступать. Но здесь ситуация именно того, что один человек не прав, абсолютно не прав, и он посягает на то, что ему совершенно не принадлежит, либо на то, на что он не имеет ни малейшего права. Вот. Я вижу, что вы немножечко как зажаты в этой ситуации. Неумение, либо нежелание за себя подстоять и себя защитить. Ну и в то же время какая-то вот, я не знаю, нечеловеческая наглость и нахрапистость другого человека будет вас просто обескураживать. Вы, мои дорогие, лучше заручитесь поддержкой кого-то вот из вашего окружения. Потому что я вижу, что вы человек приличный, хорошо воспитанный, добрый, открытый. И вы не хамка и не нахалка, да, вот есть такое понятие, да, хабалка даже. Нет, это не про вас. А вот в этом конкретном случае нужно именно быть таким человеком. Вот знаете, лжёная глотка еще говорят. Это человек, который может там без устали кричать, там ругаться, материться и там, не знаю, там громко топать ногами, махать руками. Вот нужен такой человек, чтобы бороться с вот вашим оппонентом. И я вижу, что в вашем окружении кто-то такой есть. Либо вы знаете такого человека. Заручитесь поддержкой этого человека. И тогда никто ничего у вас не отберет. И даже мысли не будет, чтобы к вам подходить и что-то вот там пытаться у вас забрать, либо присвоить себе. Есть такой человек, вот прям поверьте, в вашем окружении, который может за вас выступить, причем сделать это с удовольствием. Потому что человек такой от природы горячий, да, с горячим нравом, с горячим сердцем, любит и умеет скандалить. Вот. Это женщина. Женщина такая немолодая, кстати. Вот ее попросите, она вам поможет. Да, бывают такие ситуации, когда человек сам не вытягивает, да, и вам нужна будет помощь, и вы эту помощь получите. Дальше у вас здесь тоже вот по работе, с работой, может быть, с бизнесом идет получение каких-то, может быть, документов, может быть, какие-то бумаги придут, да, которые вас, извините, встревожат. И вы будете с этими бумагами вот ходить с угла в угол и думать, что делать, куда идти, к кому обращаться. Я посоветую вам не тратить времени впустую. Сразу вот гуглите, ищите помощника, советчика, адвайзера, адвоката, либо человека, который специалист в этой сфере. Да? Вам нужен профессиональный человек, который поможет вам решить вопрос с вот этими бумагами. Здесь либо какие-то требования будут, либо какой-то вот нужно будет предоставить какие-то документы. Что-то вот бумажное про бумажное вот идет. Может быть, госорганы что-то от вас будут хотеть, либо проверяющие органы. Поэтому, мои дорогие, не тратьте времени, не тратьте нервы, а сразу обращайтесь к профессионалам. Я вижу, что здесь тоже все будет хорошо. Дальше. Семейные вопросы выходят у нас. По семейным вопросам. Может быть, сейчас вы с любимым человеком на расстоянии, либо вы, может, немножечко повздорили, поссорились, и между вами охлаждение. Кстати, любимый человек — это не муж, может быть, а может быть тот, с кем вы живете. Да? То есть вы живете с мамой, либо вы живете там с ребенком. То есть у вас в семье как будто бы такой, знаете, вот зимний вечер, назовем это так, да, немноголюдно, немногословно. То есть какое-то есть охлаждение. Либо люди очень сильно устают и закрываются друг от друга, либо люди немного на друг друга обижены. Либо между людьми действительно есть какое-то расстояние, которое невозможно, да, вот в этот момент преодолеть. Поэтому я вижу, что у вас, если вы поссорились, поругались, либо охладели, да, друг к другу, то здесь нужно искать такую вещь, да, либо такую ситуацию, которая бы вас сплотила. Например, вы поссорились с мужем, выкрутите вы лампочку, да, и попросите его помочь вкрутить новую. Он с радостью откликнется на вашу просьбу, потому что он тоже, как и вы, мучается, хотел бы помириться, но повод не может найти. И то же самое, например, если там, вы живете там, я не знаю, с мамой, попросите ее приготовить какую-то вашу любимую еду, и она с радостью приготовит, и тем самым вы помиритесь.
интересуйтесь жизнью своих детей. Вот это обязательно должно быть в вашей жизни. Неважно, сколько лет вашему ребенку. Ему может быть 2 года, может быть 20 лет, может быть там, я не знаю, 30 лет, да, 40 лет. Интересуйтесь, что происходит в жизни. Потому что здесь вот идет ребенок немножечко как сам по себе, да, нуждается в помощи, но при этом не знает, как эту помощь попросить. Так, мои дорогие, по поводу детей, вот прямо я вас предупредила, обязательно обращайте внимание. Очень важно разговаривать, причем не нравоучение, да, ты там ведешь себя неправильно, либо у тебя там взгляды неправильные, а именно диалог, где вы даете совет, вы даете рекомендацию и не настаивайте, а просто пытаетесь донести вот то, что вам кажется правильным, и то, что с вашего жизненного опыта кажется максимально оптимальным вариантом. Дальше. Здесь момент того, что будут разговоры за какие-то, может быть, дележки, может быть, какие-то семейные вопросы, да, касаются. Кто-то что-то забрал, что принадлежит либо всем, либо кто-то будет претендовать, может быть, на какой-то дом, недвижимость, там, участок земли, какое-то наследство, да, вот прям вопрос идет такой очень острый между членами семьи. Может быть, это просто будет разговор, но может быть, это будет действительно какое-то действие. То есть, возможно, вы столкнетесь с тем, что за вашей спиной ваши родственники, ну, не совсем честны, да, и где-то вас пытаются от чего-то отделить, отстранить и не додать. То есть, вот так тоже может быть. Еще момент того, что вот разговор за брак между парнем и девушкой, либо людьми, которые, например, долго вместе и никак они там не дойдут до ЗАГСа. Будет разговор, причем достаточно такой бурный. То есть девушке надоело ждать, а парень, он такой не решается. Смотрите, здесь парень, он не против брака, он в себе сомневается, насколько он состоятелен, насколько он сможет содержать семью, насколько вот для него это не будет тяжело, да, то есть как бы он изначально пытается подстраховаться, да, вот такой момент происходит. Если вы хотите в брак с этим человеком, ну просто возьмите за руку, посмотрите в глаза и скажите: мой милый дорогой, я тебя поддержу, я тебе помогу, ничего страшного. Еще момент: человек может скрывать от вас обратную сторону себя и своей жизни. Может быть, в его жизни есть строгая мама, либо какие-то родственники, которые против вас, а он об этом не говорит. И это тоже является проблемой. Он должен выбирать между двух, например, любимых женщин, то есть мамы и вас. То есть постарайтесь по-доброму, по-ласковому с ним поговорить и вникнуть в суть, да, что происходит. То есть человек расслабится. Я вижу, что вы очень сильно влияете на этого человека. Человек, ну, под вашей властью, да, он покорно ходит за вами, но вот боится вас потерять, боится вас обидеть и, ну, выбирает неправильную тактику умалчивания, да, когда вы больше вопросов задаете: ну почему ты молчишь, почему ничего не делаешь, почему ничего не меняется. То есть человек такой вот ушел в себя, типа я помолчу, а вдруг там тучи сами рассосутся. Мои дорогие, здесь нужен разговор, причем очень тактичный разговор. И я вижу, что вы, вы понимаете, у вас как бы идет сюда и не доходит до кульминации, потому что вы срываетесь. То есть вы эмоционируете, я понимаю ваше раздражение, но если бы вы немножечко вот прям, ну, не знаю, с холодным сердцем подошли бы к этому вопросу, то вы бы быстрее бы этого человека склонили к правде и склонили бы к тому, чего вы хотите. Вот поверьте, попробуйте такую тактику, потому что вы вроде как бы одна и та же история. Вы начинаете разговор, он молчит, вы добиваетесь, и на том вы спорите, ругаетесь, расходитесь, охлаждаетесь, да, потом опять сходитесь. Попробуйте по-другому. Попробуйте такие докопаться до истины, но не криками и упреками, а какой-то, вот знаете, вот хитрой кошечкой, да, вот прям так потихонечку, да, доберитесь до истины. Я вижу, что получится. Вот новизна в подходе поможет вам решить этот вопрос и сдвинуть его с мертвой точки. Возможно, у человека просто банально не хватает денег на пышное торжество, и вы скажете: окей, мы можем отметить пышную свадьбу попозже, там, в следующем году. Давай просто распишемся. Вот. Для меня важно быть в статусе, в положении жены. Я этого хочу, я к этому стремлюсь, и это для меня важнее всего. То есть, может быть, вы просто вот купите какую-то интересную одежду, да, новую, пойдете, просто распишитесь для себя, строите маленький праздник для себя.
например, там в будущем поедете вот куда-нибудь, я не знаю, какие-нибудь тропические острова и сделаете прекрасную церемонию на тропическом острове, где вы будете клясться друг другу в любви и в вечной верности. То есть какой-то романтик. Я вижу, что у вас именно какой-то такой интересный путь будет заключение брака. Но главное, не надо давить и не надо прессинговать этого человека, потому что он все больше и больше может закрываться. Дальше. Здесь любовь двоих под одной крышей. Вот смотрите, кто-то начнет разговоры по поводу съезжаться, жить вместе, либо переезжать с одного места на другое. То есть два влюбленных человека. Единственное, не поспорьте, не поругайтесь, кто кому должен ехать. Вот я вижу, что у мужчины есть что терять, либо у него какие-то обязательства. И у женщины тоже за спиной могут быть там и дети, и взрослые дети, та семья может быть. То есть и ни один, ни другой не будут желать уступить. Но с другой стороны, они любят друг друга и не желают терять друг друга. Мои дорогие, бросьте жребий. Что тут можно сказать? Попробуйте таким путем. Но вообще, на мой взгляд, больше, видите, дорога к женщине склонна. То есть женщина будет менять свой жизненный путь. Мои милые, очень хорошие перемены. Я желаю, чтобы все перемены положительно отразились на вас, на вашей жизни и на вашем будущем. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.